Так, надеюсь, будет норм. Я тоже на это надеюсь. Картинка виснет. Так, звук есть, да? Картинка виснет. Я даже не знаю, что делать. Это явно проблемы не с моей техникой, а со связью. Ну что, потихонечку пошло. Пошла, родимая. Заработала. Хотя виснет, да? Сейчас я посмотрю, как это будет происходить. Так. Все, работаем, да? Все отлично. Поэтому у нас время есть, слава богу. Поэтому, если что, если мы не уложились в это время, мы можем спокойно продолжить. Ассалам алейкум. Всех приветствую. Доброго времени суток всем. Всем, кто вечером меня смотрит, в европейской части мира, кто в Америке смотрит, тому добрый день или доброе утро. И всех, кто смотрит меня в Японии, тех тоже с добрым временем суток. Сегодня 28 августа 2020 года. С вами снова я на канале Reality Аслан Арцуев. Орти Аслан. Так, я надеюсь, те, кто не смог сразу же подключиться, сейчас попробуют подключиться, попробуют повторно войти, подключиться уже к этому эфиру. У меня очень много для вас новостей сегодня, хотел загрузить вас информацией, ну посмотрим, как получится. Как говорится, искусство, оно в процессе рождается. Так, 6 августа Чирей, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, 6 августа Чирей. Территория Март, звук 10, видео 5. Баркал, территория Март. Нет, не виснет. Евгений, долбанный москали. Да, и можно, конечно, говорить, что это случайные совпадения, но вот эти последний год часто происходит у нас вот эти сбои, и у меня с интернетом не бывает никакой связи, никакой проблемы со связью, кроме, иногда бывает, конечно, сбои бывают в интернете, но вот чтобы именно вот во время стрима, да, вот когда мы садимся, вот такого регулярно вот не получается. 2 раза в неделю мы проводим стримы, и обязательно у нас что-то происходит. Но ничего страшного, мы знаем, что мы им мешаем, мы знаем, что они нами очень недовольны, ну просто очень, да, это нас заряжает на новые успехи, на новую работу, и будем продолжать в том же духе. Так, Израиль Файтер, Аслан, потом после стрима попробуй провести стрим через Tor, поэкспериментируй, может сработает. Да, кстати, Файтер, это хорошая идея, обязательно сделаю. Надо будет сделать. Территория Март. Аслан, как обстоят дела с коррумпированным генпрокурором? Ты, наверное, имеешь в виду генпрокурора МУС, Международного уголовного суда в Гааге. Пока ничего не могу сказать. Я так думаю, американцы занимаются. Раз госсекретарь США Майк Помпео заявил, что имеется коррупционная составляющая, то я абсолютно убежден, человек-чиновник такого уровня, фактически первое лицо на международной арене от США, не делал бы заявление, не имея на то веских оснований и доказательств. И это, конечно, очень хорошо, и это объясняет, почему они нас так отфутболивают. Но будем следить за этой ситуацией. Я как бы не располагаю более никакой информации, но будем следить. Там посмотрим. Все будет хорошо.
да, Алмула. Будет хорошо или нет, мы будем продолжать работать в том же духе. Так, Хамзат Гилай, ассаламу алейкум, Машуоль, ассаламу алейкум, салам, Машал, хейр Хамзат. Чинхо, добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Баркал Чино. Анзорино, лунный свет, война в Чечне, позорная страница для России. Горстка отважных бойцов чеченского сопротивления дала жару в свое время в битве за Грозное российской армаде оккупационных сил. Чеченский след, Рязанский сахар. Ассаламу алейкум, иджари иджари. Здравствуйте всем честным людям. Ва алейкум ассалам, чеченский след, Рязанский сахар. Мистер Икс Абент. Гутен Абент Аслан. Данкишон. Гутен Абент. Моин, как говорят в Гамбурге. Моин. Хамзат Гилай, алейкум салам, чеченский. Так, Баркал. Это Анзор. Да, это так, и они не любят это вспоминать. Гарет Хедлунд. Как ты думаешь, почему русскоязычные публицисты всегда не упоминают Чечню, но упоминают Грузию и Молдову? Алейкум салам, говорит, как найти. Да, это такая излюбленная тема у многих. Вот-вот только украинцы начали говорить про Чечню, потому что Чечня это самое кровавое преступление, но новейшее в новейшей истории России, КГБ, ФСБ, Путина, Ельцина. И многие принимали в этом участие. Многие специальные службы многих стран сотрудничали с ФСБ, выдавали наших бойцов, доставали информацию, препятствовали всяким нашим каким-нибудь действиям. Да? Не только они не признавали и не помогали нам, да? Они всячески мешали нам. Задерживали, передавали русским, задерживали лиц, имеется в виду, задерживались также финансы, ну всячески, вся работа вместе с ФСБ велась. Так, например, есть такой Гордон, украинский там журналист. Вот этот человек тоже очень съезжают они с темой. И когда, если кто-то не говорит о чеченской теме, да, это не потому, что я чеченец, я так говорю, да, или потому, что мне эта проблема важнее других. Нет, я не поэтому говорю. Я это говорю для справедливости ради. Во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия убито до 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, в основном чеченской национальности, хотя гибли и русские, и другие национальности, которые проживали, дагестанцы, ингуши, все, кто у нас проживал. И многие страны принимали соучастие в этом геноциде. Да, кто-то прямое, кто-то косвенное, но принимали в этом соучастие. И есть такое табу, да, вот не говорим об этом. Да, если начать об этом кто-то будет говорить, то чеченцы начнут опять требовать своей независимости. Но начнут они или нет, мы ее будем требовать. Вне зависимости, что бы говорил весь мир там против нас или нет, нам не имеет значения. Мы боремся за свои права, которые нам Богом наделены, как всех людей на этой земле. И мы также будем отстаивать свои права, вне зависимости. Помогает нам кто-то или не помогает, не имеет, ну, хорошо, конечно, если помогают, потерь будет меньше, быстрее придем к цели и так далее. Но даже если нам никто не будет помогать, как это и было, не только не помогали, как я уже сказал, нам наоборот всячески препятствовали и всячески помогали России. И те люди, кто помогал СБУ, еще где-то, да, помогал русским террористам покорять, уничтожать, устраивать геноцид чеченскому народу, над чеченским народом, эти люди являются косвенными виновниками убийства уже своих же граждан Россией. Те 11, по одним данным 11, по другим данным уже 14 тысяч убитых украинцев на совести тех, кто помогал убивать чеченский народ. Конечно же, и чеченская кровь на их совести тоже. И когда некоторые, по большому, некоторые уже начали говорить, и это тоже наша недоработка. Но тот, кто не говорит до сих пор об этом, забывая о самом большом преступлении, совершенном вот этой сегодняшней Россией, сегодняшней КГБ,
Ну, это просто не лезет ни в какие рамки, ни в этические, ни в моральные, не говоря уже юридические или политические, и правовые какие-нибудь рамки, не говоря уже о них. И наша вина в том, что мы не доносим правду. Именно из-за того, что я посчитал недостаточным освещением того, что происходит с нашим народом, я занялся вот этой деятельностью. Хотя она мне абсолютно не свойственна, и я не хотел этого делать. Я об этом много раз говорил. Но так как деваться некуда, такая ситуация сложилась, я пытаюсь доносить. И в какой-то степени начинает у нас это получаться. И слава Богу, мы это будем доносить. Поэтому всех призываю, да, грузин, азербайджанцев, украинцев и другие народы, которые пострадали или еще пострадают, не забывать о самом крупном преступлении. Если вы не хотите, чтобы Путин ушел от ответственности, Путин, КГБ, банда ГРУ, кто у них там еще, СВР, какие, ну много этих, АБВГД у них, которые должны нести ответственность. И наша задача везде об этом напоминать. Везде. Всячески всегда напоминать. Будем бороться, удирду. Делаем то, что можем, как говорится. И будь что будет. Так. Лунный свет. В Украине есть явный предатель Ермак, который все секреты выдает России и его крышует при этом президент. Но это, конечно, очень печально, лунный свет. Это просто, я слышал об этом Ермаке от Пьянковского, слышал от Илларионова. Но при всем уважении к этим людям, и Пьянковскому, и Илларионову, я был бы против того, чтобы страна-оккупант или представители страны-оккупант говорили такие вещи, по крайней мере публично. Вообще обсуждать страну, если не помогать. И Ермак, например, вот вы сейчас, украинцы, мне об этом говорите, от вас это слышать нормально, да, и это, ну, вы обязаны об этом говорить, если ваша страна там кем-то предается. Но говорить другим лицам не очень хорошо, и я как бы не очень, ну скажем так, не до конца доверял информации, которую выдавали эти два человека. Но все больше и больше, вот вы уже, украинцы, об этом говорите. Я думаю, у вас есть СБУ, у вас есть все-таки спецслужбы, страна, как бы она есть, она выстояла, слава Богу. Я думаю, если бы он был бы явным предателем, то, конечно же, ни один президент его не смог бы крышевать. Ну, если же такое есть, это печально. И то, что предатели у вас есть, это без сомнения. Я не видел до сих пор пока судов над СБУ. А СБУ это как бы был филиалом ФСБ. Поэтому я очень надеюсь на то, что будут суды. Я хотел бы видеть суды громкие, известные, такие резонансные суды, чтобы обязательно были. И несмотря на название, да, там тот же, вот у вас кум Путина, так называемый, забыл его фамилию, такой, с мерзким лицом, вот этот человек до сих пор на свободе. Очень странно. Так, Евгения Аслан, кассеты затерты до дыр с песнями Муцураева в 90-е слушали. Да. Я тоже слушал Муцураева, да, было время, и тоже это интересные песни у него были, хотя некоторые песни, конечно же, с некоторыми я не согласен. Потом уже, когда начал разбираться во всем, был молодой, слушал, да. Так, Пьянковский, Гаррет говорит, Пьянковский тоже переобулся, рассказывал, как там в Чечне дань платят. Я думаю, Пьянковский и Соловей это манипуляторы и работники того же ФСБ. Ну, не будем обвинять Пьянковского в работе на ФСБ, про Соловья это вообще без базара, конечно. Но исключать я ничего не могу, да, и вот, например, у меня возникает ситуация, вот приехал сегодня, привезли неделю назад Навального сюда, в Германию. И ну, не верю я.
Не верю я вот ни Навальному не верю, ни вот этой спецоперации не верю, ну немного чего не верю. Хотя, возможно, его отравили, я это не отрицаю. И говорить о нем, пока он лежит в таком состоянии, особо как бы и не хочется на самом деле, да, чисто из-за своих этических рамок, которые имеются. Но опять же, если все время врут, то возникает вопрос, почему я должен вот в этот раз верить. Поэтому врут и манипулируют, конечно, все, кто связан с этой преступной, фашистской, террористической властью. И я очень надеюсь, с ней будет, будет конец этой. Да, Медведчук, Караван, спасибо большое. Коллаборанты кум Путина, Медведчук, совершенно верно. Да, матерый коллаборант, вообще без базаров. Так, давайте сейчас я тогда вам расскажу про Беларусь, которую у меня хотел бы вам сегодня показать. И про то, что Путин собирается туда отправить войска. Ну, грубо говоря, угрожает. Как в прошлый раз мы говорили, некоторые говорили, Путин не пойдет в Беларусь, там, зачем ему туда идти и так далее. А я утверждаю, что не только пойдет, я абсолютно убежден, что уже там находится, еще уже давно вот эти зеленые человечки, позорные зеленые человечки, без опознавательных знаков своей страны. Давайте посмотрим сперва вот это видео на митинг, который был в Минске. Огромное количество, от 200 до 300 тысяч человек вышло. От 200 до 300 тысяч вышло на митинг. В Минске, вот видите, Радошковичи, это, видимо, другой город Беларуси, Гомель, тоже город Беларуси. Люди выходят, люди борются, мирным путем борются. И, к сожалению, вот этот преступный террористический режим Лукашенко, который полностью уже теперь лег под Путина, хотя и раньше он особо не сопротивлялся, этот режим прольет огромное количество крови для того, чтобы держаться у власти. И мы всячески должны помочь. Мы, это имеется в виду мы, простые люди, граждане, которые должны всячески поддерживать белорусов, хотя белорусы не определились до конца, чего они хотят. Чего хотят белорусы? Они хотят жить как в России, или же они должны четко заявить свою позицию, что Россия, да, с русскими у нас нет никаких проблем, но вот с сегодняшней Россией мы не можем быть. Вот в таком случае я, например, могу поддерживать этих белорусов. Но если они будут за Путина и говорить, какой-то там чеченец там что-то за меня говорит, то это, конечно же, неприемлемо не для меня, не думаю, ни для кого-либо. Люди, конечно, волнует эта ситуация, люди хотят честно, свободных выборов, никто не хочет войны и революции, но при всем при этом никто не идет вот на такие решительные шаги. И мы, те, кто должны поддерживать, обычные граждане, которые должны поддерживать белорусов, это одна часть, да, поддержки, которая должна быть. Но есть еще и люди, занимающие высокие кабинеты в разных международных и иностранных государствах, международных инстанциях. И эти люди должны помочь. И как-то Майк Помпео сказал на встрече с студентами после уничтожения Касема Сулеймани, иранского террориста, генерала-террориста, что та же тактика, стратегия уничтожения вот этих преступников, военных преступников, политических преступников будет происходить путем нанесения удара с американских или с натовских дронов. И эта политика будет, стратегия, эта тактика будет применяться по отношению к России и Китаю. С тех пор Путин из своего бункера до сих пор не вылез. Он выскакивает быстренько, проведет какую-нибудь там встречу быстренько и быстро опять как крыса в бункер. Хотя он, если крыса, то бешеный зверь, да, как он сказал. Как он очень правильно себя охарактеризовал, когда взорвал дома, находился он в
где-то за границей, Ирландии, по-моему, ну, неважно где. И там он сказал, что те, кто взорвал дома в 99 году, это бешеные звери. Так вот, Путин отныне и навсегда бешеный зверь. Давайте посмотрим, что говорит Путин по поводу вот этой ситуации, что его Александр Лукашенко попросил о помощи, и он ему, конечно же, ее предоставит. Сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. И это я сделал. Конечно, у нас есть А смотри на это чудо. Смотрите, это чудо на его лицо, на мимику. Оно очень волнуется. И, кстати говоря, обратите внимание, в этом же бункере, в том же бункере, где он обычно сидит, это его могила будет. Дал мула. Будем молить Господа, чтобы дрон применил специальное оборудование для акта справедливости, противобункерные акты справедливости, чтобы он применил этот дрон. Я думаю, плохо слышно, но и Александр Григорьевич Лукашенко попробуем послушать. Поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Да, смотрите, внимание, я тут поправлю просто момент, внесу ясность, как говорится. Президент независимой суверенной страны просит помощи у иностранного государства не из-за вторжения иностранного государства, а против митингующих своих граждан. Неважно, что он говорит, там Польша помогает, Литва помогает там, и так далее. Кто бы там ни помогал, это соседние страны, родственные народы, дружественные друг другу народы. И вторжения никакого нет. И вот если же белорусские ОМОНовцы не готовы убивать своих граждан, видимо, вот после вот этих репрессий, которые они сейчас провели, пока такая лайтс-версия, она будет дальше, конечно, продолжаться, эти репрессии дальше будут продолжаться, это фактически совершает измену Родины Александр Лукашенко. Ну, давайте послушаем, что говорит этот бешеный пес. Попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Ну, конечно. Смотрите, рожа его. Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет уходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ. Вот видите, Путин не говорит, если произойдет вторжение натовских войск или каких-нибудь других польских войск, литовских войск, что тоже являются натовскими войсками. Если вот этого произойдет, вот только тогда мы применим. Он говорит, экстремистских. Значит, если народ, белорусы, если начнут активно выступать и там захватывать здания, административные здания, здания полиции, для того, чтобы свергнуть вот этого узурпатора власти, диктатора, тогда Путин пошлет своих вот этих головорезов добивать саперными лопатами белорусов. Не приступит просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки. Детские сады, он забыл сказать. Обычно про чеченцев всегда говорили детские сады, там роддома и так далее, и так далее. Захватывать административные здания и так далее. Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет. И, надеюсь, ее не будет. И поэтому этот резерв мы не используем. Повторю еще раз, мы исходим из того. Так, больше этого мерзавца слушать мы не будем. В принципе, ясно, что это чудо хотело сказать. И на этом перейдем к вашим вопросам. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Чуть-чуть пообсуждаем с вами насущие темы. И я вам еще расскажу кое-что интересное. Так.
Они также зашли в Сирию. Да, они также зашли. Ну, Сирию как? Да, совершенно верно. В Сирию точно так же зашли, когда со своим народом воевали. Абсолютно с тобой согласен, с вами согласен. Да. Лунный свет. С русским миром переговоры вести нельзя. Их нужно только уничтожить всех до одного, чтобы от России не осталось ничего. Ну, всех до одного уничтожать, конечно, это неправильно. Если вы имеете в виду там всех русских, одно дело там определенную группу преступников, если пленить, арестовать или же уничтожить. А так, конечно, всех до одного убивать нельзя. Это уже тогда мы становимся такими же, как они. Мы совершаем преступления, которые мы ни в коем случае совершить не имеем права. Чтобы не стать просто, даже не говоря уже о преследовании уголовном, о ответе перед Богом, просто даже чтобы не стать как они. Да, дракон убит, да здравствует дракон, как говорится. Так. Чеченский лет Рязанский Сах. Надеюсь, вы увидите это в чате. Да, видим. Так, Немо 77. Эти нечестивцы и беззаконники захлебнутся собственным наказанием, будет суровым за убийство детей. Немо 77 говорит. Анзорина, Назаров, прикинь, нерушимый, мощный совок. Так, Дмитро. Так, Назаров, прикинь, это не мне. Так, не знаю, что мы тебе сделали, Милан, но ты очень зря так о нас отзываешься, говорит Дмитро Перепелица. Да, я, наверное, что-то пропустил. Так, я перемотаю, извиняйте. Картинка тормозит, да? Территория Март. Возможен ли такой вариант, что и белорусы тоже поймут, что русские не только можно стрелять и нужно, как это случилось с украинцами. Ну, все возможно, почему нет? Если сопротивление будет усиливаться, то, конечно же, очень даже вероятно. Но для того, чтобы изменить ситуацию, да, на сегодняшний день избранным президентом является вот эта девушка. Лукашенко проиграл выборы. И сейчас было бы правильно, если бы Запад, американцы в первую очередь, приняли бы четкую, ясную позицию, как они приняли там ситуацию с Венесуэлой, когда там тоже есть избранный президент или оппонент действующей власти. И, конечно же, было бы правильно решить вопрос, как я уже начал говорить, и как та стратегия, та тактика, используемая Соединенными Штатами по нанесению ударов с дронов по Сулеймани, которая будет теперь распространяться на Россию и Китай, было бы правильно, если бы она еще распространилась на Беларусь. Потому что уже есть погибшие. Раньше тоже, конечно, за Лукашенко числятся трупы, скажем так. Поэтому, конечно же, нужно в обязательном порядке жестко решать этот вопрос. По-другому это не решается. Поверьте, вы долго, и западные страны, и все остальные, вы долго откладывали это, да, откладывали это в долгий ящик, пытались столкновений с Россией. Вам этого не избежать. Абсолютно. Это уже все. Этот механизм запущен, и этот механизм будет действовать. Путин сделает ровно так, как говорил когда-то, наверное, лет 10, наверное, 15 назад Проханов. Есть такой идеолог, фашист, страшный фашист просто, матерый фашист. Вообще в России подавляющее большинство людей это фашисты. Они могут быть сотрудниками ФСБ, они могут быть сотрудниками полиции, какими-нибудь идеологами, простыми гражданами, инженеры, врачи, кто угодно. Но по большей части вся русская культура основывается на превосходстве твоей нации над другой нацией. И на каждую нацию у них есть ярлыки и там разные там обидные прозвища, которые они придумывают. Так вот, кстати говоря, возвращаясь к вот этой ситуации по поводу русского нацизма, хотел бы вам показать интервью Литвиненко со своими двумя коллегами. Вот Гусак есть такой один,
был такой, есть он сейчас, да, бывший начальник Литвиненко, и они дают интервью Доренко. Это происходит там в начале 2000-х годов, когда им сказали там ликвидировать, ну, создать специальный отдел по убийству людей. Эти отделы, конечно, существовали, они есть и они будут дальше существовать, но вот они решили тогда об этом заявить. Литвиненко посадили, потом выпустили, и он чудом смог просто унести ноги из фашистской России. По поводу, вот, возвращаясь на фашизму, вот эти люди, сотрудники, офицеры ФСБ, дают интервью. Они говорят, что им сказали убивать людей, и это неправильно. Просто для того, чтобы вы понимали о психологии русского человека. Да? Например, вы можете открыть самый большой сайт по недвижимости Cian.ru, по-моему, РУ он называется. Это самый большой сайт по недвижимости, продать, купить, сдать там и так далее, обменять. И там в разделе «Снять квартиру» в Москве, например, той же можете посмотреть, через одно, через два, через три объявления всегда вы найдете только русским, не Кавказ, не Азия, не русским не сдам и так далее. И это сейчас исправилось, потому что я уже на протяжении, наверное, 5-6 лет, я еще жил в Москве, когда я об этом писал, постоянно говорил об этом, звонил специально, вот подряд перезванивал всем, кто не хочет сдавать русским, и высказывал им все, что я о них думаю. Поменьше уже стало, я давно, правда, не смотрел этот сайт, а так русские это, ну, больны фашизмом, русизмом, как их называл Джохар Дудаев. Сейчас я вам хочу показать вот этих ФСБшников, Литвиненко, Гусака, вот, и посмотрите, просто послушайте, что они говорят. Да, они говорят про убийства, заказные убийства, которые им нужно было совершать, организовывать, точнее, да, совершать там торпеды, одноразовые дела совершают. Но эти люди должны были организовывать эти убийства и убирать всех, кого им прикажут. Ну, офицерская честь там и так далее, эти люди отказались. Но я, скорее всего, считаю, что это больше не столько даже офицерская честь. Ну, по крайней мере, Литвиненко это точно офицерская честь, и он прошел свой путь до конца. Ну, остальным не хватило духа пройти до конца. Много говорю, давайте сейчас тогда вам переключу, чтобы было понятно, что я хочу вам сказать, что я вам хочу показать. Просто послушайте внимательно, что говорит этот гусак. Они сообщают, что им нужно было убить Умара Джабраилова. Умар Джабраилов это миллионер, чеченец, совладелец Редисон Славянская и так далее. По его же признанию, этот человек является сотрудником ГРУ. По его же признанию, он принимал участие в убийствах чеченских партизан, объявляя их там разными террористами и так далее. Это он, я сам слышал, это он сам говорил об этом. Человек абсолютно пророссийский, был тогда какое-то время сенатором, баллотировался в президенты России. Ну так, показать, что не геноцид чеченцев, да? Он соучастник геноцида чеченского народа, когда баллотировался в президенты, показывал, что, ну видите, вот можно баллотироваться в президенты, будучи чеченцем. И все на Западе думали, ой, смотрите, как хорошо. Хотя это никакой не чеченец, это абсолютно русский чечен. Ну, давайте не о нем. Я хочу сказать, что он русский чечен, и как о нем отзываются ФСБшники. Внимание, речь идет об убийстве Умара Джабраилова. Да, получилось следующим образом. Ну, вы, наверное, в курсе, что у нас в Ингушетии были похищены наши сотрудники. Это начальник управления и начальник отдела кадров. Да. Ну, фамилию я не буду называть, неизвестно. Меня вызвал Хохольков, начальник управления, и говорит, подбери людей из негативной среды, так называемой, которых мы можем либо обменять, либо продумаем варианты, как вызволить наших людей. Так, внимание, Хохольков,
говорит вот этому начальнику какому-то там отдела ФСБ, их ФСБшников захватили в плен, наши партизаны, я так понимаю, и теперь они хотят из негативной среды, негативная среда это я, и все, вот, у которого течет такая же кровь, как у меня, и тот же генетический код. Это мы негативные, чеченцы, короче говоря. Захватывайте чеченцев для того, чтобы обменять. Ну, давайте дальше. Санкции есть. Это значит разрешено на самом верху, значит. Да, все, давайте, действуйте. Захватывайте чеченцев и давайте будем обмениваться. Как действуют русские террористы из ФСБ? Относится у нас к негативной среде. Ну, я не стал опускаться до славян, до мафиозов, будем проверять. Вот. Он не стал опускаться до славян-мафиозов. И негативную среду он выбрал чеченцев. Слушайте. Лиц из славянской национальности. Ну, все-таки мы... Опа. Смотрите. Вот здесь. Ну, все-таки мы и это обрезали. Слишком уже явно сидит этот КГБшник, матерый убийца, рассказывает. Вот смотрите, это было вот здесь. Сейчас я вам покажу, как это обрывается. Так. Вот, смотрите, вот видите, 19:16 время. И вот он говорит. Все-таки мы... Опа. Вот видите, было 19:16, а стало 20:40. Вот еще раз. 20:40 стало. Сейчас мы вернем, чтобы вы все услышали. Когда ситуация была подработана, Так, лиц из славянской национальности. Внимательно. Ну, все-таки мы официально. Все-таки мы же русские, он сказал, да, мы же русские, а этих можно убивать, короче. И выбор пал у него из негативной среды, или криминал-славяне, или же чеченцы. Причем эти чеченцы, которые служат России, готовы умирать за Россию, убивать за Россию. Вот эти люди являются для этих ФСБшников офицеров с совестью. Офицеров с совестью. Вот как к нам относятся. Я просто хочу, чтобы на подсознании чеченцы поняли, что они хорошие. Точно так же у них вот эти демократы. Вот этот Навальный, которого сейчас привезли, да, это фашист фашистом. Самые настоящие фашисты. И именно отношение к нам. Они нас считают людьми, которые... Вот, они нас не считают людьми. Это правда. Я знаю, о чем я говорю. Да, опять же говорю, среди них есть нормальные люди, адекватные, но подавляющее большинство, Борис Стамахин говорит, что нормально 2%, и я, если честно, верю Стамахину, потому что он как русский больше разбирается в этом. Ну, я мог бы сказать, что процентов 5 или 10 я в своей жизни видел нормальных, адекватных. Остальные 90 или 95 просто фашисты, клейма ставить негде. Вот с чем мы имеем дело. Какая тюрьма? Здесь, есть кое-какие у нас конспиративные места, где... Да. И предлагаете потом чеченским бандитам обменять одного на другого. Да. Или выкуп хотели. Я так понял. Александр Петрович, потом скажешь, дополнишь. Вот. Здесь пошли небольшие проблемы. Когда ситуация была подработана, мы выявили места, задачу. Но в любом случае, при любом проведении мероприятия, возможен так называемый прокол. То есть, если человек будет не один, или в случае неожиданно, сам Джибраилов не один, естественно, ездит, там с ним охрана и так далее. Мы планировали поначалу взять Умара и одного с ним кого-нибудь из охраны. Вот. С остальными, чтобы не было никакой утечки, мы могли
закончить. Извините. Задача эта была поставлена. Даже если... А его охраняет милиция МВД, вот, русская МВД, московская. Да. И чеченская... Вот, тут момент важный. Почему не похищали Джабраилова вместе с кем-то? Потому что его охраняли русские менты. Их нужно было валить, да, если так пойдет. были, ну, естественно, сотрудники милиции. Естественно, здесь стал вопрос, приходилось убирать своих, будем так говорить, собратьев из управления МВД. И, ну, это некрасиво. Совсем. Некрасиво убивать своих собратьев по линии МВД. И речь идет не о чеченцах, потому что является сотрудником ГРУ. Он об этом говорит, что он принимал участие, у него есть оружие, он обнюхивается кокаином и в дорогих отелях стреляет в воздух. И ну, много чего. И вообще, если бы он не был бы их агентом, их человеком, он бы не стал бы миллионером и не разъезживал бы вот так с охраной, ну, не становился бы сенатором. Вот. Был поставлен вопрос, кто санкционирует, санкционировано ли, письменно ли это приказ. Дело в том, что... Ну, это вот, вот это не было санкционировано из-за того, что там не было санкций, ну, письменного приказа, да, как бы, чтобы не нести потом ответственность, да. Начальник может сказать, иди убей вон того, тот пошел убил, а потом скажет, я ему не говорил убивать, и ты уже несешь за это ответственность. Поэтому это я к тому, что как совестливые ФСБшники относятся к чеченцам, не к простым чеченцам, а тем, кто всю свою жизнь работает на них же, на Россию, то есть. Вот так вот. Так, для информации. Так, я смотрю, у нас виснет, да? Виснет. Так, как найти? Чеченским бандитам, чеченский след. Вот русские твари, для них все плохие, только они ангелы. Говорит, как найти. Да? Анзорино, Доренко, предлагавший бросить маленькую ядерную бомбу на Чечению. Опять виснем, да, зависает. Чечня не Россия, говорит. Русские нас убивают, а виноваты евреи. Да, это мое любимое такое выражение сказать. Убивают нас русские, а виноваты евреи, американцы, кто там еще, арабы, вот все на свете русские. Да, есть такое. Я смотрю, у нас опять виснет. Нет, не зависает, говорит. Нет, не зависает. Все отлично. Ну почему-то у меня здесь тогда виснет. У меня виснет. Так. Давайте тогда сделаем так. Нормально вроде пошло. Зависит. Так. Так, что у вас тут за еврейская тема пошла? Все, вроде бы связь наладилась. Анзор, я тоже фашист, их за людей не считаю. Ну, Анзор, ты их не считаешь за людей, потому что тебя не считают, да, и над твоим народом устроили геноцид. Ты же не устраивал, мы же не устраивали им геноцид, правильно? На протяжении 400 лет. Так, Милана Опенгеймер, это чтобы отвлечь вас, Аслан говорит. Да, я тоже так думаю. Так, давайте сейчас тогда перейдем к другой теме, которая тоже очень интересная и важная.
Это ролик, который я вам хочу показать. Он есть на канале «Чеченский след. Рязанский сахар». Как Путин встречался с... Тоже хочется быстро все вам рассказать, друзья. Это займет 3:49 времени. Как Путин встретился вот с только назначенным президентом Франции Николя Саркози. Николя Саркози, как лох чилийский, попался на уловку Путина. Они все так любят говорить. Они вообще, когда происходит вербовка, да, конечно же, просто вас запугать этого недостаточно. Вам надо что-то предложить. И это предложить должно где-то вот зацепить вас, да. Это могут быть деньги, это может быть какая-нибудь там другая вещь. Как там, например, в случае со мной, это недавно было, дом мне предлагали, квартиру, машину, женщин, извиняюсь. И вот это все, на это человек должен как бы купиться. Если человек не покупается, вербовка может пройти неудачно. И вот Саркози, Владимир Путин, предлагает стать королем Европы. Ни много ни мало. Вот ты только стал президентом Франции, он ему говорит, и я сделаю тебя королем Европы. И все знают, что Путин вхож во все международные институты. Саркози, тут став президентом, весь такой счастливый, радостный. И как мы понимаем, как я догадываюсь, и у него есть желание стать и королем Европы. К большому сожалению, это был просто развод. Пытается критиковать политику Владимира Путина. Давайте послушаем. Президент России так и не отреагировал на его выпады, но во время личной встречи Николя Саркози даст ему... Стоит тут напомнить, что идет война, геноцид чеченского народа, об этом говорит весь мир. Франция очень много нас поддерживала в этом смысле. Французы проводили тысячные митинги в поддержку чеченцев. Что не скажешь сегодня, что там происходит, да, когда нас уже там десятки там, тысяч, мы не можем собраться. Французы выходили. И у Николя Саркози был вопрос конкретно поговорить по Чечне. Как только он станет президентом, он говорил об этом, что он будет разговаривать с Путиным о Чечне. Что вот это произвол, эти преступления не могут далее продолжаться. Внимание. Эту возможность. Очень уверенный в себе Николя Саркози начинает говорить. Со мной мы поговорим о раздражающих предметах, запретной темы не будет. Сотни смертей в Чечне для меня это неприемлемо. Анна Политковская, убитая российская журналистка, для меня это неприемлемо. Владимир Путин слушает, позволяя Николя Саркози говорить. Он наблюдает за ним, сохраняет молчание. Молчание, которое также создает определенное смущение. А потом немного лукаво смотрит и спрашивает. Ты закончил? Саркози. Ну, да. Хорошо, я тебе объясню. Вы видите, что ваша страна такая? Моя страна такая. Итак, теперь о двух вещах. Одно. Или вы продолжаете этот ритм, и я раздавлю вас. Или вы перестанете так говорить, и вы увидите. Вы только что стали президентом Франции, но я могу сделать вас королем Европы. Ну и лох попался, чилийский. Что мне сказали? Это то, что его речь сопровождалась оскорблениями, унизительными замечаниями. Чтобы навязать свою волю на Николя Саркози. Николя Саркози будет просто ошеломлен. Он не может в это поверить. И Николя Саркози будет нелегко с этим справиться. Здесь возможно не просто угроза, что я тебя там сотру в порошок, там раздавлю тебя или сделаю тебя королем Европы. Здесь возможно вот эти слова «раздавлю тебя», «раздавлю вас» подкреплены компроматом, который имеется у Путина на Николя Саркози. Потому что на всех политиков,
на всех, кого только возможно, Россия постоянно собирала и собирает компромат. Потому что в Европу, в западную цивилизацию, Запад сам запустил к себе вирус рака, опухоли, онкологии. И этот вирус намного сильнее, чем весь организм. Потому что он слаженно и знает, что ему делать. А обычная Европа, западная цивилизация, она борется там с исламскими террористами, там, с какими-то там своими правыми, левыми там, и так далее, и так далее. Но в итоге получается, что они попадают в лапы иностранного государства. В шоке от этого разговора, когда приходит на свою пресс-конференцию. Что вы предпочитаете? Чтобы я... Смотрите теперь, что говорит Саркози. Ответил на вопросы. Так что, есть вопросы. В комнате все это понимают. И журналистам забавно думать, что на встрече с Владимиром Путиным переборщил с водкой. Комментаторы того времени забыли, что Владимир Путин ее не пьет или почти не пьет. С Николя Саркози в этом отношении была такая интерпретация так называемого опьянения Николя Саркози, когда его фактически просто нокаутировали стоя. Из-за унижения, которое только что нанес ему Владимир Путин. Мы обсуждали все темы. Чечня. Журналисты. Права человека. Права геев. Мы сделали это спокойно. Но я сделал это без агрессии. Эх ты, тряпочка ты наша, тряпочка. На самом деле, если исходить из той ситуации, которая сложилась в мире, да, демократия это когда большинство решает, выбирает себе представителя. Мы увидели, как в Украине, например, актер мог стать президентом только лишь на основании того, что 2 года он играл роль актера в сериале и показывал, как нужно делать хорошо для своего народа. И его просто полюбили. И вот он уже он играет роль, он не по-настоящему это делает. Это игра, это под другим именем человек профессионально обученный играет роль. Его выбирают президентом. То же самое происходит и в демократии. Если есть у человека харизма, если человек умеет там правильно себя преподнести, и у него есть хорошие имиджмейкеры, пиарщики, и они его раскручивают, поднимают. И в это время работают российские спецслужбы, у которых президент не меняется, которые на протяжении уже 20 лет, даже уже 30 лет вошли во все международные институты, для них открыты все двери, они только что совершили геноцид чеченского народа, им это простили, да, и эти люди имеют большие деньги, нефть растет в цене, у них коррупция, и все на Западе знают, что если ты хочешь быстренько срубить 1, 2 миллиона или 10, тебе надо договориться с русскими о чем-нибудь, продать ему какие-нибудь там интересы. Хорошо, если это будут интересы не твоей страны, а там чеченцев ты им продашь, украинцев, грузин там скормишь им там этому Путину. А так можно и свои страны даже, продаются же интересы вместе с человеком полностью, продаются эти интересы. И имея такую сильную спецслужбу, одну из самых беспринципных, жестоких, подлых, богатых и так далее, которая имеет вековую уже историю, да, которая находится в Латинской Америке, в Африке, в Азии, в Европе, в Америке и в Северной Америке. Эти спецслужбы могут спокойно живут здесь. Вот здесь, в Европе, например, много живут, они десятилетиями здесь живут, агентура, да, и вербуют
Вербуют, выходят на нужного человека, собирают на нужного человека компромат. Ведется огромная работа. И в таком случае можно ведь практически всех политиков где-то заморать, где-то подкупить, где-то раскопать какую-нибудь историю про него, где он там повел себя нехорошо, там, да, совершил какое-нибудь преступление, даже может быть тяжкое преступление, или какие-нибудь аморальные поступки. И на этом можно уже спекулировать и зарабатывать себе очки, прикручивая вот этих политиков. Поэтому у России, Россия сильнее, чем Советский Союз. Она слабее, чем Советский Союз. Как это не парадоксально, она слабее, чем Советский Союз, но она сильнее в проникновении своих агентов, чем Советский Союз. Вот она в этом плане сильнее. И наша задача помочь слепому котенку Европе избавиться от этой смертельной угрозы для безопасности любой страны. Любой. И если кто-то думает, что руководство Польши это только один случай, то или это последний случай, нет, это неправда. Они будут делать все, убивать, взрывать. Это может быть исламский какой-нибудь террорист, еще кто-то. Но это будет делаться, и это будет продолжаться. Поэтому мы должны всеми способами помешать этому. Так, давайте я чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы и сразу перейду к другим темам. У меня тоже есть еще темы. Так. Чеченский след, рязанский сахар. Удачи Зеленскому, все же народ надеется на него. Да, будем надеяться, что Зеленский выстоит. Файтер Израиль. Так, это не мне. Виктор Муженков. Твиттер, скинув послание на ваш канал Тацей Стрим. Спасибо большое, Виктор Муженко. И, кстати говоря, я всех своих товарищей предлагаю то же самое делать. Всех, кто меня смотрит. Вы выкладывайте, когда стрим начинается, выкладывайте в Фейсбуке, в WhatsApp, всем распространяйте. Пускай смотрят, пускай узнают правду. Джордж Смит говорит, а что делают западные спецслужбы, почему не работают на опережение? Говорит, это очень хороший вопрос, Джордж Смит. И я вот тебе, вам сейчас расскажу эту ситуацию, как все тут происходит. Так, это раз, что надо открыть, а это два. Смотрите. Для ясности. Сейчас мы переходим, я вам быстренько разжую эту ситуацию, потому что эту ситуацию вы, наверное, все помните. Так, 6 декабря 2015 года ТСН, есть такой украинский канал, и журналист берет интервью вот у ФСБшника, бывшего ФСБшника, перебежчика. Офицер ФСБ заявил о причастности России к беспорядкам в Лондоне, терактам в Париже и исламскому государству. Слова агента российской спецслужбы дважды проверяли на детекторе лжи. Сегодня в Лондоне мужчина с ножом бросился на пассажиров метро с криками «Это вам за Сирию! Есть несколько раненых!». Террориста удалось обезвредить. Впрочем, похоже, еще одну европейскую страну приближает к красному уровню угрозы. И якобы этот процесс неуправляемый. Программа ТСН «Тиждень» показала интервью, которое может вызвать настоящий шпионский взрыв. Но почему-то он не вызвал, хотя он должен был вызвать. Потому что об этом давно говорят, но до сих пор не имели подтверждения. За активностью террористов в Европе и США стоят кремлевские кукловоды. Сейчас это утверждает не кто-нибудь, а опытный офицер тех самых российских спецслужб, узкий специалист из террористических организаций. И показания его уже проверили. На встречу с офицером российских спецслужб приходится ехать далеко из Киева. То, что он собирается рассказать, может стать настоящей бомбой. Для него это чрезвычайно опасный шаг, и он решился порвать с прошлым. Евгений специалист по борьбе с терроризмом и имел в ФСБ доступ высокого уровня. Причина его бегства из России на самом деле не идеологический, а скорее личный. Впрочем, важен результат.
Украинские спецы дважды проверяли его на детекторе лжи, его слова, результаты проверки не оставляют сомнений. То, что рассказал беглец, правда. Он утверждает, что радикально-исламистские группировки буквально нашпигованы российскими агентами, и Москва реально влияет на их действия. Я абсолютно подтверждаю эти слова, я об этом говорю еще раньше, чем с 2015 года, и не только я об этом говорит, это руководство правительства за границей, за рубежом Чеченской Республики Ичкерия говорит, и другие независимые наблюдатели об этом говорят. Не буду вам все это зачитывать, я вам могу потом ссылку скинуть, она у меня, по-моему, есть и в разделе сообщества, если нет, я ее скину. Я вам сейчас покажу, что происходит. Смотрите, только что в 2015 году ФСБшник заявляет, что его организация, это второй Литвиненко, можно сказать, этот человек, что его организация занимается терактами, в том числе в Лондоне. Это его организация занимается курированием исламского государства. И вот в этих исламских террористических группах напичканы просто. И бедолаги, обманутые, искренне верящие, недалекого ума или внутри просто фашисты, которые попадают в эти сети этих террористов, их обговаривают, ими занимаются, они становятся их братьями. Они становятся самыми близкими людьми, которым не поверить нельзя, особенно с учетом чеченского менталитета. Мы доверяем очень людям. И этих людей посылают на смерть. Они совершают преступления, иногда очень ужасные преступления, ну и чаще всего гибнут или попадают в тюрьму. Это такой расходный материал, который используется. Пожалуйста, не будьте расходным материалом. Если не ради себя, то хотя бы ради своих родственников, ради своей семьи и ради чеченского народа, которого вы тоже можете запачкать им. Так, смотрите. Вот вам новость. Это я вам сейчас показал про 2015. Вот смотрите, это 2017 год. Через 2 года вот эта рожа довольная, которую назначают на главой контртеррористического управления ООН, назначается Владимир Воронков. Назначает его генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Через 2 года, заметьте, ФСБшник об этом говорит. Об этом уже много кто говорит. Но это не смущает Антонио Гутерреша назначать Владимира Воронкова главой контртеррористического управления ООН. Представляю, почему нас, чеченцев, здесь депортируют, почему нас объявляют разные там спецслужбы разных стран, заносят списки террористов. Ну вот сидит Воронков, который может выписать бумажку и сказать, да, вот Арцуев Аслан, он террорист, исламист. Все, и обязаны внести, по крайней мере, потом будут разбираться. Хотя меня им будет очень трудно внести что-нибудь связанное с терроризмом. Смотрите, представитель России при международной организации в Вене Владимир Воронков назначен главой контртеррористического управления ООН. Как мы знаем, в Вене был убит чеченец Умар Исраилов в 2009 году, если я не ошибаюсь. Соответствующее решение принял генсек ООН Антонио Гутерреш. Он также назначил российского дипломата своим заместителем, передает ТАСС. Отметим, что Управление ООН по борьбе с терроризмом было создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи от 15 июня 2017 года. Главной задачей ведомства стала координация международных усилий по борьбе с терроризмом. Как сообщал ранее Гутерреш, под крыло нового управления перейдут 38 отделов и структур ООН, которые занимаются тематикой терроризма. У меня нет слов, господа, у меня нет вообще никаких слов. Вы понимаете, что Гутерреш, что вот эти все спецслужбы, ладно, чеченцев не жалко, ладно, это люди, которых можно убивать, не жалко украинцев, не жалко сирийцев, никого не жалко. Себя-то вы должны жалеть. Вы понимаете, что вы делаете? В каком терроризме, говорит, это Россия
Кремль, ФСБ, я со всей ответственностью заявляю, это является гнездо терроризма. Вы не можете это игнорировать. Да, если бы касалось чеченцев, можно было сказать, что чеченцы вот хотят там свою независимость, преследуют какие-то свои интересы. Мы уже перенесли то, что мы перенесли. Вы нам уже помочь ничем не можете, кроме если только соблюсти свой закон и дать нам реально доказать. Просто прийти дать в суде доказать свою правоту. Уже вы нам наших 300 тысяч вы не восстановите. Но вы понимаете, что эти люди будут совершать теракты. Да, это может быть какой-нибудь исламист. Да, это может быть какой-нибудь правый радикал, как происходит. Иногда мусульман убивают. Это может быть там как русский террорист, который взорвал футбольную команду здесь в Германии, Дортмунд, Боруссия. Кто угодно может быть. Но терроризмом занимаются террористы. Терроризмом занимаются те, кто взрывал своих граждан. Понимаете? Своих граждан в 1999 году ФСБ взрывало, чтобы захватить власть. Теперь вот ООН, Гутерреш назначает вот этого Воронкова. Я не понимаю, что происходит. Это парадокс просто. Сами себе строят. Да, Россия имеет информацию. Россия борется с терроризмом, как они уже это говорят. Россия владеет информацией на Востоке, в арабских странах, в африканских странах, на Кавказе, там чеченцы, миллионные чеченцы, которые потеряли 300 тысяч еще, представляют такую угрозу для человечества, что чеченские террористы это вот самые главные террористы, которые вот просто захватят всю Европу, захватят этого Шрёдера и сделают его своим заместителем, мы его сделаем. И сами создают, как обычно делается разводка, сами создают проблемы для западных стран в виде исламских террористов. Потом этих исламских террористов ловят, задерживают, втягивают, да, провокация преступления. Провокация преступления, она в принципе запрещена. Это незаконное действие. И втягивают какого-нибудь молодого человека, который, достаточно ему там провести по лицу, по бороде рукой, сказать там машаллах, иншаллах, джазакаллах, хайру, там что-нибудь такое. Это спасибо, слава Богу, обычные слова, которые есть и в чеченском языке, но надо это сказать на арабском языке. И все, этот молодой человек, который видит всю несправедливость. И в этом я полностью согласен с тем, что весь мир несправедлив. И я бы сказал, что он несправедлив к чеченцам, если бы я не видел бы, что вот этих Воронковых они назначают сами себе главарей. Интерпол также принадлежит, замом является русский в Интерполе. И этот Интерпол конкретно много вреда нанес лично чеченцам. Лично чеченцам нанес. Лично чеченцы страдали больше всего от этого Интерпола, который руководил, замом руководителя был русский, тоже генерал. Короче говоря, я бы сказал, что нас ненавидят чеченцев, ненавидят мусульман, хотят нас всех там сгнобить, убить и так далее, если бы они сами себе этого не делали. Я не могу теперь сказать, что только чеченцев. И это может быть, опять же, активные спецмероприятия, проводимые по отношению к Гутеррешу, это может быть коррупционная составляющая, это может быть там компромат какой-то, но что бы ни говорились, вот довольную рожу, которую я вам показывал, эта рожа является руководителем контртеррористического управления ООН, которому подчиняются 38 отделов и структур ООН. Это просто позор. Это позор, ладно, позор-то переживет там, и он переживет, и Запад переживет, но это же угроза для вашей безопасности. Те теракты, которые проводятся, это же много есть, да, нет прямых доказательств, но много, именно под выборы происходят какие-то там спецмероприятия и так далее. Это большой урон наносится государству, господа, так нельзя. Если вы собираетесь там свое государство как-то сохранить. Да? Так, вот такое вот, Георг Шмидт, отвечая на твой вопрос, почему не работает на опережение. Не то, что на опережение, руководителями они ставят террористов над собой.
И это просто невероятно. Невероятно. Я не знаю просто, как на это реагировать. Но я надеюсь, разберутся. Если не разберутся, конец. Конец западной. Я верю, что она разберется, что США справится. Я не знаю, прав я в этом или нет, но я убежден, что справится. Но если не справится, я просто сниму шляпу перед Путиным и скажу: Путин, ты просто своей ложью, обманом просто развел этих всех людей. Хотя ты остаешься бешеным псом, Путин. Бешеным зверем. Вот такие вот дела творятся в нашем королевстве. Это ужасно, господа, это ужасно. Ужасно. Так, Евгений С. Аслан. Нет сильнее братвы и христиан, мусульман, иудеев в одном окопе. Дома защищая. Да, конечно, Евгений, абсолютно с вами согласен, конечно же. Когда сидят вместе в окопах, мусульмане, христиане, иудеи, они становятся братьями, друзьями, побратимами. И знаете, как Джохар Дудаев сказал, нету войны у нас между исламом и там христианством. Нет, ни в коем случае. Есть война между верующим и безбожными. Безбожные — это Россия. Ничего нет, не просто веры в Бога у них нет, никаких рамок нет, никаких моральных, нравственных устоев нет. Вся история выдумана, украдена, все строится на крови и лжи. И вот смотрите, сейчас уже многие уже начали понимать, что происходит, многие начали разбираться уже в этой ситуации. И я надеюсь, что ведется большая работа, и надо что-то делать. Так, давайте я перемотаю немножко. Так, вы нормально общаетесь? Так. Давайте тогда, знаете что, я вам хочу показать еще. У меня тут много есть заготовок. Хотел вам еще кое-что показать. Вот этого террориста я вам показал. Одну минуточку. Немного отвлечемся от серьезных тем и покажем вам чуть-чуть смешное что-нибудь, интересное. Смотрите, идут соревнования, да, какие-то выступления идет и комментирует там, комментатор комментирует происходящее на экране. Из разных установок бьют по танкам. Давайте, это такая минута юмора. Сильно только не смейтесь. Есть цель, важна, продолжай! Пуск! Смотрите, с самого начала смотрите. Вот полигон. И начинается. Канал Звезда. Там Т-72Б3 с третьей огневой дорожки отправляет управляемую ракету прямо в цель, внимание! Прямо в цель. Итак, есть цель, важна, продолжай! Итак, есть цель, важна, продолжай! Вы видите, да, где танк находится и куда попали. Итак, пуск! Противотанковая управляемая ракета, рефлекс, внимание! Не долетел. Итак, ну что ж, фактически в корму попадает танку. Фактически в корму. Итак, ну что ж, фактически в корму попадает танку. Ну что ж, вот сейчас хороший ракурс, видна управляемая ракета. Опять мимо. И поражает. Поражает. Находящийся. Люди смотрят, люди видят, и все равно без стыда и совести комментатор рассказывает это. Просто уже заврались так, что Северная Корея отдыхает. Находящийся в кромке.
кромке леса. Поражает цель, находящаяся в кромке леса. В кромке леса цель, оказывается, была. Итак, внимание, друзья, ракета «Рефлекс» 9М119М отправляется по макету танка. И вот она видна, хорошо сейчас управляется по лучу лазера. Улетела, отрикошетила. Итак, друзья мои, ну рикошетом немного уходит выше, но тем не менее цепляет там. Короче говоря, вот вам немного юмора, чтобы вы отвлеклись от тяжелых тем. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Так, минуточку. И вот я хотел вам показать видео, и на этом я закончу тему, связанную с главной темой, которая будет, и перейду к основной нашей теме — взрывы домов в 99 году, и, конечно же, новый клип от чеченского рэпера будет в самом конце. Смотрите, Каддафи, чеченцы говорили, Каддафи там такой-сякой, там Каддафи убили, американцы такой, весь такой хороший был Каддафи и так далее. И Каддафи предлагает нам стать частью России, потому что у России есть атомное оружие, и стать сильной Россией. То есть это внутреннее дело России, он говорит, и одобрил таким способом геноцид. Почему-то Каддафи сам не вошел в состав России, тоже был бы, короче, у него было бы тоже ядерное оружие, но почему-то он об этом он умалчивает. Минутку внимания. Я буду читать, чтобы было понятно. Это значит, брат наш, президент Чечни. Вот же мы постоянно говорим нашим братьям, которые в Чечне. То, что мусульманину-чеченцу лучше быть гражданином Российской Федерации, гражданином мощной ядерной державы, это предпочтительнее для него, нежели быть гражданином слабого, отделившегося государства. Верующий, обладающий мощью, лучше, чем верующий, который бессилен. Вот так говорил пророк. Представьте, это обычная манипуляция религией. Он говорит, верующий, обладающий мощью, лучше верующий, который бессилен. Ну и ясно, дураку понятно. Лучше быть сильным и богатым, чем бедным и больным, как говорится. Но он не говорит, пророк Демир Саламунцин, он не говорил, что нас должны убить 300 тысяч, до этого совершать несколько геноцидов по попытке полного истребления чеченского народа, и мы потом сказать, ну вы же мощные, мы должны быть с вами. Чуть-чуть здесь утаивает этот Каддафи. Чеченцы, если будут они в составе Российской Федерации, то будут они тогда частью ядерного мощного государства. Понимаете, чеченцы, как о нас заботился этот мерзавец? Так может тогда мусульманин, чеченец стать президентом Российской Федерации? Конечно, вот как раз речь шла о Умаре Джабраилове, который баллотировался на президента. Правда, он набрал 0,0000 там тысячных процента. И даже был анекдот такой, что... Алло. Да? Стрим у меня? Да-да-да. Просто. Так, тогда может мусульманин, чеченец стать президентом Российской Федерации. Я извиняюсь за звонок. Итак, не нужно стараться в Чечне идти на сепаратизм. Люди не должны бороться за отделение от России. Он повторяет,
пропаганду КГБ, ФСБ, что мы отделяемся и являемся сепаратистами. Напоминаю для тех, кто не знает, сепаратизм это отделение от чего-то целого. Если нас называют сепаратистами, это говорят, что мы хотим у русских забрать их русскую Чечню себе. Вот так это получается. Что является абсолютной ложью. Российской Федерации мы никогда не были. Да и никогда с русскими мы не подписывали ни один документ, который бы подтверждал, что мы добровольно вошли в эту фашистскую Россию. Мы не можем войти по определению в фашистскую Россию, потому что мы не фашисты. Мы воспитаны абсолютно по-другому. И все, что говорит про нас русская пропаганда, это ложь. Мы хотим, чтобы Чечня была частью Российской Федерации, говорит Муаммар Каддафи. Даже ради того, чтобы мусульмане были великими, у них должна быть мощь, чтобы они жили достойно. Вот он о нас заботится, а мы не поняли. Были граждане мощной ядерной державы российского государства. То тоже и к Китаю относится. Мусульмане, которые в Китае, они должны оставаться гражданами Китая, а не идти на сепаратизм. Гражданами мощной державы Великого Китая. Особенно сейчас уйгуры сейчас мощные граждане становятся. Попытка отделиться, мы против этого, говорит Муаммар Каддафи. Мусульмане повсеместно должны действовать согласованно. Вот, даже на Филиппинах, если мусульмане будут продолжать оставаться частью Филиппин, то мусульманин может стать президентом Филиппин. Может стать, а может не стать. Ваше неверие пророку Мухаммаду заставляет вас браться за пояса шахидов, тогда, когда вам все досталось бы и без этого. У тех, кто не является мусульманами, рождается мало детей. Вы просто не способны ждать. В этом и заключается неверие. Вы подставляете под удар единоверцев, вместо того, чтобы терпеливо ждать. Нам сообщает Муаммар Каддафи. Значит, если мы боремся за свои права, не когда-нибудь, когда там все русские вымрут из-за того, что у них мало детей, ну, лет, наверное, через 500. А у нас будет больше детей, и мы выживем. Тогда мы можем встать. Но есть момент, что когда мы добровольно или недобровольно защищаем эту страну, и наших женщин, и детей, и стариков мы оставляем там в тылу далеко, несколько тысяч километров далеко. Наших женщин, детей и стариков, вот эти русские, которых так любит Муаммар Каддафи, и которого не любил его народ и посадил на палку, некоторые говорят на арматуру, эти люди устраивали геноцид нашим женщинам. Поэтому у нас может получиться так, что наша рождаемость детей не может уравняться. Да? И как мы видим, нас миллион, а их 90 миллионов. Не спасает наша многорождаемость. Короче, бред обычный для того, чтобы понравиться Путину и сдать нас. Кстати говоря, очень важный момент. Когда Муаммар Каддафи и какие-нибудь другие арабы, произнося ваше неверие пророку Мухаммаду, ссылаясь на религию, манипулируя, опять же, да, возвращаемся к манипуляции с религией, посредством религии, для других стран, например, светских стран, которые не являются мусульманскими, для них еще легче сказать нам: господа, ну смотрите, ваши арабы говорят, что ваши мусульмане говорят, что вы часть России. Живите с этой Россией. То же самое делал Саддам Хусейн. То же самое. Саддам Хусейн первым признал нас частью России. Если вы в составе Филиппин, ничего не значит. Ну и вот так. Короче говоря, вот вам просветил. Знаете, кто такой был Муаммар Каддафи, который своим же народом был уничтожен. Так. Давайте теперь вернемся к теме Навального, который оказался здесь в больнице. Сейчас я вам тогда быстренько покажу состояние Навального. Так. Давайте так, по порядку. По поводу Навального, буквально 10 минут. Хотя мы уже из эфира вышли, время вышло, но мы в связи с тем, что у нас были проблемы в начале эфира, чуть-чуть я растяну этот эфир, если вы не против. Так, господа, одну минуточку. Так, смотрите.
в прошлых стримах своих говорил, что Навальный является проектом Кремля, он полностью управляется. Например, если есть какой-то блогер или есть какой-то человек, которого там поддерживают люди, и он является чьим-то куратором, по моим наблюдениям, с ним выходит на связь куратор и начинает его раскручивать. Так произошло с одним сказочным блогером, и также произошло с Алексеем Навальным. Алексея Навального финансирует, курирует Алишер Усманов и Виктор Золотов. И эти оба человека выходили с ним на связь и тоже его там поддерживали, там, раскручивали его всячески. В 2012 году Алексей Навальный слил митинги, большой митинг слил, и тогда фактически можно было изменить ситуацию, да, тогда Путин 2 срока отсидел, назначили Медведева, и в 2012 году новые были выборы, я об этом много раз говорил, я был наблюдателем на этих выборах, и Думской, Государственной Думы, и России, и президентских выборах. И Навальный был одним из тех, кто слил эти митинги и не довел начатое до конца, не дал довести начатое до конца. Но он продолжает то же самое делать. И я вам сказал, что он за это получил акции Аэрофлота. Он был введен в совет директоров Аэрофлота и получил акции. Так вот, смотрите, я подтверждаю свои слова, потому что мы никогда не врем. Мы говорим только правду. На канале Реалити вы увидите только правду. Да, мула. Вот смотрите. Так, возвращаемся. Где здесь это было? Вот дата. Коммерсант от 25 июня 2012 года. Видите, да? Вот я сейчас сделаю жирно. Вот смотрите. Алексей Навальный сел в Аэрофлот. Блогер вошел в состав директоров компании. 25 июня 2012 года. В марте были выборы 2012 года. Через 3 месяца Алексей получил акции Аэрофлота и вошел в совет директоров. Все, ну я вам часть прочитаю. Алексей Навальный впервые вошел в совет директоров подконтрольный государству компании Аэрофлота. Назначение поддержали миноритарные акционеры. Теперь политик и блогер будет принимать решения по развитию национального перевозчика за одним столом с главой Ростехнологий Сергеем Чемезовым, который тоже является директором, входит в совет директоров Аэрофлота, кстати говоря. По итогам годового собрания акционера Аэрофлота, которое состоялось сегодня утром в Москве, блогер Алексей Навальный вошел в совет директоров крупнейшей авиакомпании России. Его кандидатура была выдвинута Национальным резервным банком предпринимателя Александра Лебедева. Александр Лебедев – это генерал ФСБ. Сергей Чемезов – это генерал ФСБ. Национальный резервный банк предпринимателя контролирует около 15% акций Аэрофлота. В поддержку господина Навального было отдано 787 миллионов голосов, то есть за его проголосовало около 6% от общего числа акционеров, посчитал Андрей Рожков из ФК «Метрополь». Ну это все брехня, конечно же. Ну вели, да. Кто владеет этими акциями, они проголосовали и получилось 787 миллионов голосов. Странно, конечно. Алексей Навальный стал одним из 11 членов Совета директоров Аэрофлота. Также в Совет вошли директор, ну и так далее вошли. Это тоже все КГБшники, матерые и так далее. Кстати говоря, по поводу Александра Лебедева. Александр Лебедев является совладельцем «Новой газеты» наравне с Горбачевым, Михаилом Сергеевичем Горбачевым, бывшим президентом СССР. Так вот, смотрите. Предприниматель Александр Лебедев выдвинул кандидатуру Алексея Навального, объясняя это необходимостью повышения эффективности корпоративных процедур. Я не могу сказать, что я недоволен ими сейчас, но в любой крупной компании с многомиллиардными оборотами есть задачи, которые в нашей стране могут решить люди калибра Навального или другого члена совета директоров. Так, компания Навальный или другого члена совета директоров Алексашенко. Даже когда Навальный просто
миноритарный акционер, он очень эффективно работает. А в Барде у него и будет еще больше возможностей, сказал предприниматель интервью порталу Слон.ру. С самим Александром Навальным господин Лебедев обсудил, минутку внимания, выдвижение в Совет директоров Аэрофлота еще в декабре 2011 года. Я вам напомню, я был наблюдателем на выборах, думских выборах, где Единая Россия с большим провалом была просто разнесена. И только подтасовка фактов спасли ситуацию. Так вот, в 2011 году, в декабре месяце, как раз были выборы в Государственную Думу. И вот тогда начались массовые протесты в России. Я горжусь тем, что я принимал в этом активнейшее участие. И потом были выборы на март 2012 года. И Лебедев в срочном порядке с этим оппозиционным договорился, что он ему даст Аэрофлот, акции Аэрофлота для того, чтобы он слил вот этот митинг. По его мнению, это пойдет на пользу всем акционерам и государственным тоже сказал. Вот видите, уничтожается, Путин владеет всем, всей Россией. Да, все, что он пожелает, он может забрать у любого. Все олигархи говорят по первому же требованию Путина, мы отдадим все свои миллиарды. Говорят олигархи. И вот государственный Аэрофлот странным образом какому-то блогеру, какому-то оппозиционному там активисту дает, вводит его в совет директоров и дает. Очень странное, да, совпадение. Почему же мне не дают? Я не могу понять. Почему Лебедев не дает мне вот эти все вот эти акции, да, Аэрофлота? Давайте дальше, смотрите. Произошло отравление Навального, якобы отравление. Кстати говоря, надо заметить, что произошло отравление в самолете. Я так думаю, это был самолет Аэрофлота. Потому что слишком такое совпадение, да, и акционер, не последний уже акционер, входит в совет директоров человек, ему становится в своей авиакомпании плохо, и его выносят. Вынесли, отвезли. И его привозят в больницу, лечат, пытаются как бы лечить. Возможно, отравили. Я не спорю, что его возможно отравили. Возможно, это была имитация отравления. Но это не важно. И смотрите, привозят Навального с кортежем. Сейчас я вам покажу. Ну, чтобы все это не смотреть, этот бред Deutsche Welle, которые они не вообще, журналисты вообще не анализируют никак информацию, вообще никто ничего ни в чем не разбирается, просто выдают информацию, потому что так говорят. Ну это бред просто, журналистики вообще нет никакой. Так, смотрите. Европейский Союз категорически осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального. Крайне необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое, полное, прозрачное расследование. Немецкие политики поддерживают требования о проведении расследования отравления Навального, однако при этом гораздо смелее указывают на вероятных виновников. Здесь хотелось бы, я вам хотел показать этот кортеж, на котором везут вот этого Брежнева. Вот его привезли, или, ну, да, это в самом начале. Это такой ну, для лоха, для российского лоха, это показывает, вот смотрите, Бундесвер, видите, на машине написано, вот здесь написано Бундесвер. Вот видите, это военные, значит, да, военные везут, полиция. И создается такой ажиотаж. Немцам вообще по барабану, что там происходит в России, там в основном этим военным, полицейским, вообще нет до этого дела, у них своих здесь проблем хватает. И тут им сообщают, вот отравлен. Отравлен, значит, у военных, у немецких военных, самая сильная лаборатория именно у военных по ядам, по биологическому, бактериологическому оружию. И опасаясь, что Навальный реально отравлен вот каким-нибудь таким боевым оружием биологическим, его встречают военные. Конечно же, создается ажиотаж, разные политики. Наверное, Сергей Нечаев, посол Германии, наверное, тоже делает свои разные звонки. И, короче говоря, поднимается такая волна. Здесь много богатых русских террористов, пособников, тот же Кох, например.
Тут есть Ходорковский, где-то недалеко здесь ошивается, тоже террорист и фашист. Ну, может, не террорист, фашист, короче говоря, хотя разницы между ним особой нет. И вот привозят, и нам рассказывают, что этого Навального везут, ну, чуть ли не сама Меркель лично сопровождает этот самолет, приезжает машины. Например, мне угрожает убийством. Меня вот так, как бы, Меркель не встречает, да? Ну, может, я потому что я чеченец. Может, я чеченец, потому что и как раньше евреи были здесь. Может, поэтому ко мне такое отношение. Ну ладно, не будем обо мне я уже много сказал и буду еще говорить и писать. Но давайте вернемся к этому Леше Авальному. И вот смотрите, Леша Авальный привезли. Немецкие и европейские политики стали обращаться к Москве с призывом провести расследование и наказать виновных. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас выпустили совместное заявление по этому поводу. Согласно заявлению команды врачей Шарите, клинические данные указывают на отравление Алексея Навального. Учитывая выдающуюся роль. Ну, эта информация выдается изначально немецкими, знаете, закидывается дезинформация, и, конечно, может на этой дезинформации дальше уже строятся какие-то там обращения, заявления первых лиц Германии. Но, допустим, его отравили, и его привозят в эту клиническую больницу. И нам показывают, что вот полиция охраняет Навального, что это все серьезно. Немцы быстро разобрались, что их пытаются развестись. Полиция у больницы Шарите снята, никакой охраны у него нет. Есть только охранники, которые обычно бывают в больницах. Ну и, может быть, богатые какие-нибудь эти бандиты и террористы, которые поддерживают Навального, они, может быть, там еще набрали вот эту охрану. Никакой полиции нет, и никто официально, Меркель заявила, это было Навальный приглашен не по политическому приглашению, не по политическим мотивам, а это чисто гуманитарная акция. Чтобы все понимали, что Навальный здесь обычный, отравившийся или получивший передоз от наркотиков, или перепивший водку, или какого-нибудь самогона, или боярышника, человек, которого немцы лечат, как лечат любого человека, который сюда приезжает. Это так, чтобы не думали особо, что у Навального здесь какие-то там супер, все там рады и жить не могут без Навального. Так, мы уже много говорим, я уже более 1,5 часа говорю. Я вам хотел показать свою постоянную рубрику, это очень важно, но она займет время. Давайте, знаете, делаем так, чтобы сегодня больше не утруждать вас своим вниманием. Я завтра хочу прокомментировать фильм, где про взрывы домов. Отдельно сделать, он 42 минуты, этот фильм, я хочу его комментировать, давно хотел сделать, и это я сделаю в прямом эфире. Завтра же, во вторник или же в среду, заранее анонс я вам сообщу, и вы сможете посмотреть мою эту постоянную рубрику. Чтобы опять не быть голословным, или чтобы не казаться опять голословным, я вам сейчас покажу видео, коротко, пару минут, где перед больницей Шарите нет никакой охраны больницы, и один блогер, спасибо ему большое, нам показывает эту больницу. Буквально несколько минут, чтобы вы знали, что никто Навального не охраняет. Но потому что не нуждается в охране. Нет, как мне говорили, что улицу даже перекрыли. Видите, спокойно ездят автомобили, велосипедисты, люди ходят. А стоит охрана на входе в больницу, вы потом увидите. Обычная охрана, даже не полиция, но эти черненькие ребята приехали, которые из Сирии, скорее всего, и они почему-то любят охранниками. Ну, русский был бы не русским, даже проживающий в Германии, если бы не упомянул бы, что они черненькие и так далее, про охранников. Ну, давайте не будем об этом. Просто мы берем за данность, что у русского всегда расизм, национализм это на первом месте. Идем дальше. Вот смотрите, вход в больницу. Ни одного полицейского. Как видите,
забора тут нет, по площади можно ходить спокойно и даже... А вот охранчик обычный. Препятствий нет. Я думал, может быть, тут сторонники Навального попадутся, да? Кто-то пожелает приехать, узнать состояние здоровья. Но нет. Не попались мне такие тут. Хотя были... Ну все, чтобы было понятно, просто подтвердить слова, я вам показал этот момент. Никого из полицейских в охране нет. Так что я думаю, наш эфир смотрит, я знаю, немцы тоже смотрят мои эфиры. И я думаю, я внес свой вклад для того, чтобы вот эта спецоперация Навальный здесь особо так не раскручивалась. Потому что это угроза для безопасности на Германии, для конституционной устоев. Да? Поэтому категорически вот все, что связано с русским духом, с русским миром, должно отправиться обратно. Если болен, то быстро подлечить и давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Так, тогда на этом... Так, одну минуточку. Так. Давайте я тогда вам сейчас покажу вот этот момент. Вот я вам покажу Кавказ Реалии. Это тоже очень важно было сказать. Извиняюсь, что я вас задерживаю, но это очень тоже важно. Вот смотрите. Кавказ Реалии, 58 тысяч подписчиков, все такое. Это отдел Радио Свободы, который вещает на Кавказ. Эти люди, по идее, должны рассказывать о наших кавказских проблемах. Им с этого платят американский налогоплательщик. Я очень не хочу, чтобы закрывали Кавказ Реалии. Я еще больше не хочу, чтобы закрывался Радио Маршо, Радио Свобода на чеченском языке. Это был бы просто удар по нам, по чеченцам, если бы американцы так сделали. Я призываю, я прошу не закрывать, даже несмотря, если будут какие-нибудь пробелы. Но смотрите, что творит Кавказ Реалии. Вот смотрите, убили Анзора из Вены, Мамихана Умарова. Вот показали пару роликов показали месяц назад. Вот этот ролик и вот этот ролик здесь есть. И вот смотрите, что показывает нам Кавказ Реалии. Чеченская прическа, новый тренд во Франции. Я не буду открывать этот рекламный ролик от Кавказ Реалии. Это позор Кавказ Реалии. Кто бы это ни снимал, позор. Нас здесь убивают, нас здесь преследуют, нас здесь депортируют. Нам очень нужна трибуна, чтобы мы могли доносить. Кавказ Реалии, Радио Маршу не говорили в прошлом году про марш, который проводили мы 30 дней. Они не говорили об этом. Но они находят слово сказать вот про прическу. Она так называется, чеченская прическа, новый тренд во Франции. Прическа самая обычная, которую ее там показывают. Показывают армянина, парикмахера в Ницце, к которому приходят чеченцы, как он говорит. Ну, хотите верьте, хотите нет. И просто берут и просто позорят просто всех, кто занимается сейчас Кавказ Реалии, лично вот, кто позволил это выложить, кто снимал это, кому пришла эта гениальная мысль, скорее всего, заработать на этом и прорекламировать вот этого армянского парикмахера, просто гнать просто к чертовой матери надо. Это просто позор. Вот Кавказ Реалии очередной раз опозорился. Это не первый раз позор, это очередной позор Кавказ Реалии. И это, конечно, не значит, чтобы закрывали. Я просто призываю, чтобы сменили вот этих журналюг, которые там есть, если их можно назвать журналюгами вообще. Просто позорище. Показывают какой-то ролик, называют чеченские прически. Прическа самая обычная. Вообще не чеченская, ничего чеченского там, отличающегося чем-то от других причесок в ней нет. Обычно коротко, аккуратно подстриженная прическа, говорит, это чеченская прическа. Это для чего делается? Разрекламировать. Даже, жаль, я сейчас это убрал, вы можете посмотреть это. Прямо заставка
Знаете, когда вот я делаю ролики, я делаю фотографию, да, где вот вы первые видите вот эту фотографию перед тем, как открыть. Так вот, вот у этой заставки, у этого Кавказ Реалии, которую они сейчас делают, этой парикмахерской, название этой парикмахерской. Я не знаю, у вас там армяне что ли работают, там просто в наглую решили, короче, взять свою вот эту армянскую вот эту прорекламировать. Позор просто. Гнать вот этих всех, кто делает, это не журналистика. Здесь идет война, информационная война с самым жестоким, беспринципным врагом. И тут какие-то туда бред устраивают. Никакой пользы. Ну, польза есть, ну, 5% пользы, что могла приносить Кавказ Реалии. Выделяются огромные деньги. Получают гражданство Соединенных Штатов Америки журналисты, кто там бывает. Я не знаю, школы, детские сады, там, квартиры, машины, все это вам предоставляется. Вы что это себе позволяете? Вы думаете, мы будем тут на вас наблюдать и молчать, что ли? Мы не просто будем в эфире говорить, мы будем писать куда нужно для того, чтобы вы работали как следует. Есть совет журналистов, есть там много организаций Соединенных Штатов, на которые, журналистских организаций, на которых я найду лично на вас управу, если вы так себя будете вести. Если вы боитесь Кадырова, Путина, говорить о взрывах домов, о том, что здесь чеченцы убивают, убирайтесь вон оттуда и сидите дома. Мы найдем туда журналистов. Я думаю, руководство Радио Свободы тоже найдет туда журналистов, кого поставить. А если не найдет, то мы предложим кандидатуры. И это не значит, что я хочу, кстати говоря. Хотя когда-то хотел поработать на радио Маршо. Так, давайте тогда на этом мы закончим наш эфир. Я вам сейчас поставлю очень классную песню. И на этом мы можем заканчивать свой эфир. Так. Одну минуточку. Одну минуточку. Новая песня вышла у Аши и у Коллега. И Коллега есть такой рэпер, известный, один из самых известных рэперов в Германии. Клип называется Макарова. Начинает он говорить на русском немножко. Ну и потом уже говорит на немецком уже свой рэп. Спасибо, что поддерживаете. На этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что смотрите. Распространяйте информацию, доносите правду, не дайте этой лжи, этой пропаганде укорениться. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум, спокойной ночи и приятного просмотра. Этот парень чеченец, как вы знаете, его зовут Умар. Он очень классный и отличный, талантливый рэпер. Мне как-то довелось с ним познакомиться. Абсолютно такой приземленный, без звездных своих замашек, как обычно это бывает. Всего самого хорошего. После клипа эфир закончится. До свидания. Warum rappst du fast auf Englisch? Was bist du ein Inselaffe? Such mich auf, ich bin gewandt, ich chill auf die Grinse wacke. Du
Kokain, Meth, Drogenkoch. Da, 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 Makarova. Da, 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 я люблю тебя, родная. Да, 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 Makarova. Да, 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 я люблю тебя, родная. Да, 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 Makarova. Hören geht zu deinem Melodie. Da, 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 Makarova. Hören geht zu deinem Melodie. Schick ich dir Asche vorbei, den ich zuschlagen lasse. Musst du das zulassen, Brate, wie eine Brutkastenklappe. Ich bedrohe mit Puder auf Tasche die Flughafenwache. Willst du ein Blutbad? Das hier ist keine Computerspielwaffe. Das hier ist Katz und Maus, da in den Gossen Blaus. Luther Hack,